Бой завязался с самого утра. Уже около половины восьмого турки начали наступление, сосредоточив основной удар на правый, слабейший фланг сербской армии. Долго сдерживать натиск многократно превосходящего их по численности противника сербы не могли. Вынужденное отступление грозило вот-вот обернуться паникой и бегством. Так мог бы начинаться ненаписанный эпилог Анны Карениной, если бы Лев Толстой пожелал проследить до конца участь одного из главных героев своего романа. Но вышло иначе. Точку в судьбе героя, а значит и в финале романа, который Толстой оставил открытым, поставил никому неизвестный серб. Офицер-артиллерист Коста Шаманович, выживший свидетель того, о чем Толстой умолчал – смерти графа Вронского. Вот это место, где погиб полковник Вронский 20 августа 1876 года. Этот крест по поручению сербской королевы Наталии установил артиллерист Коста Шаманович, который лично выносил тело полковника с поля боя. А почему вы говорите о Вронском, когда на кресте ясно написано «Раевский»? Молодой человек, полковник Раевский дважды герой. Он и литературный герой. Он одолжил свою судьбу Толстому для создания образа Вронского в романе «Анна Каренина». Анна Каренина – апофеоз любви. Роман с самым большим числом переводов в мире. И церковь Святой Троицы, посвященная полковнику Раевскому, тоже апофеоз любви. Церковь называют церковь Раевского, церковь Вронского, а иногда просто русская церковь. В душе сербского народа Вронский и Раевский нераздельны. Источник происхождения устойчивой версии о том, что именно русский полковник-доброволец Николай Раевский послужил прототипом главного героя романа Анна Каренина, до сих пор неизвестен. Ясно одно. Уже в самом начале 20 века в Сербии в этом мало кто сомневался. И сегодня среди абсолютного большинства сербов, считающих эту версию бесспорной и не требующей подтверждения, есть несколько человек, посвятивших жизнь поиску доказательств. Среди них Будимир Поточан, журналист, писатель, автор книги «Вронский. Честь и любовь». Я сопоставил литературное творчество Толстого, то есть информацию из его романа с информацией из архивных документов, из мемуаров, из дневниковых записок, из исторических работ. На основе этого я однозначно доказал сходство между образом полковника Раевского и Вронского, литературного героя романа Толстого «Анна Каренина». Это фотография полковника Раевского, снятая в Белграде. Так он выглядел и в следующие недели, проведенные им в Сербии. Эту фотографию, последнюю в своей жизни, русский полковник Николай Раевский сделал 5 августа 1876 года уже в Белграде. Последнее фотографирование на память перед отправкой на фронт. Как будто Толстой вглядывается в какую-то фотографию. Какую фотографию? К этому времени Раевский погиб. Появилась и его фотография знаменитая, даже две. Даже две и в разных иллюстрированных журналах России.
Он был здесь сбитым на ухо, скажем так, французским кепи, который был официальной, так сказать, фуражкой русской армии. Опять же, девственно чистое чело, опять же, никаких здесь, как говорится, волос, и плюс вот эта огромная борода. Совпадающих точек много. Перечислять их можно почти бесконечно. Например, внешний облик, потом богатство, то есть облик и личность, внешность и его характер, отношение к семье, затем окружение. И у Вронского, и у Раевского был брак. Есть только небольшая разница. У Толстого это старший брат, а у реального Раевского брат был младший. Поездка в Италию, выбор службы в кавалерии, отъезд в Сербию — все это совпадает. Все вплоть до почерка. Интересно, что Лев Толстой обращался к роду Раевских не в первый раз. Батарея Раевского в «Войне и мире» — это батарея деда нашего героя, генерала Николая Раевского, покрывшего себя славой на Бородинском поле. Отец и дядя нашего героя Николай и Александр Николаевичи на пике военной карьеры, генерал-лейтенант и полковник, вместе с отцом подростками участвовали в походах 1812-1814 годов. Отличились в бою у Салтановки. Я хорошо понимаю, почему среди тысяч добровольцев, приехавших из России в Сербию воевать за освобождение сербского народа, только один стяжал такую бессмертную славу, которую мы подразумеваем, произнося имя полковник Раевский. Прежде всего он геройски погиб в бою. Это достойная смерть. Можно возразить, что и другие русские офицеры столь же геройски отдали свои жизни за эти высокие идеалы. Однако только один из этих офицеров стал прототипом литературного героя. Толстому и его непревзойденному литературному и философскому наследию, тому, как был принят его шедевр, мы обязаны тем, что полковник Раевский стал первым среди всех. Славянский марш Петра Ильича Чайковского. Немногие сегодня знают, что это произведение, написанное композитором в сентябре 1876 года, в момент, когда вся Россия уже оплакивала известие о гибели в Сербии нашего героя, изначально называлось «Сербско-русский марш». Чайковский писал его для сбора средств в пользу русских добровольцев, раненых в ходе тяжелейших боев, разворачивавшихся в этот момент в Сербии. К лету 1876 года буквально все русское общество было охвачено возбуждением. Казалось, что впервые после проигрыша в Крымской войне мечты, взлелеянные, так сказать, не одними только славянофилами, уже к тому моменту глубоко проникшие в толщу простого народа, могут, наконец, осуществиться. Извечный враг России, Турецкая империя, вот-вот распадется, и южные славяне, наконец, вновь поднимаются на борьбу за свою свободу. Эта борьба все равно неравная.
вызывало отклики сочувствия горячего в самых разных кругах русского общества. Вместе с санитарными отрядами на Балканский фронт уезжают знаменитые русские врачи Боткин и Склифосовский. А в рядах добровольцев сражается даже знаменитый художник Поленов. Славянские комитеты, благотворительные организации, которые возникли в России сразу после окончания Крымской войны, то есть за 20 лет до этого, и первое время занимавшиеся в основном деятельностью просветительской, начинают сбор средств и посылку на фронт добровольцев. По свидетельствам современников, такого единения русское общество не знало со времен Отечественной войны 1812 года. Разумеется, Толстой не мог оставаться в стороне. Лев Николаевич с его пацифистскими взглядами поначалу очень скептически отнесся к участию русских добровольцев в том, что он называл сербской бессмыслицей. Однако последняя часть романа Анна Каренина дописывалась им, когда в Сербии все было уже кончено, и в войну на Балканах вынуждена была вмешаться Россия. К этому моменту его отношение к происходящему несколько изменилось. И эти свои размышления и сомнения он передал своему персонажу Сергею Ивановичу Кознышеву. Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях. Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия. Видел и то, что много было людей с корыстными, тщеславными целями, занимавшихся этим делом. Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного с одной целью – обратить на себя внимание и перекричать других. Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные. Главнокомандующие без армии, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий без партизан. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного, но он видел и признавал несомненный, все разраставшийся энтузиазм, соединявший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев-славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом. Весной 1876 года, в апреле, передовицы европейских и русских газет пестрят сообщениями о страшном погроме, устроенном турками в подвластной им восставшей Болгарии. С каждым днем все кровопролитнее становится начавшееся в Боснии и Герцеговине год назад восстание, вызванное притеснениями православного населения этой области со стороны местных турецких, скажем так, чиновников. Балканские княжества Сербия и Черногория стремятся воспользоваться восстаниями для объединения сербского народа и присоединения к себе восставших областей Турецкой империи. Но неминуемое в этом случае начало полномасштабных боевых действий на Балканах не устраивало Россию, потому что угрожало обернуться грандиозным общеевропейским конфликтом. Русское правительство не хотело допустить захвата части славянских земель Австро-Венгрии. Оно стремилось как можно скорее остановить резню, обеспечить автономию восставшим областям и, укрепив в них свое влияние, тем самым усилить свои позиции на Балканах на пути к Черноморским проливам. Но, памятуя о неудачах Крымской войны, Санкт-Петербург не решался действовать самостоятельно. У России был печальный опыт с Парижским мирным договором. Крымская война Россию и русскую власть в большей степени, если можно так выразиться, отрезвила, заставила вести себя гораздо осторожнее и быть гораздо сдержаннее во внешней политике в отношении других европейских держав. Если бы вопрос, восточный вопрос, затрагивал только Россию и Турцию, или балканские народы и Турцию, то он давно был бы разрешен. Однако главным противником России не только тогда,
но и на протяжении всего XIX века, да и XX века была Англия. Англия, доминировавшая в Суэцком канале и Средиземном море, и разными способами не дающая России выйти к теплым морям. Так что если и искать какие-то геополитические интересы, то их можно найти в противоречии стратегий Англии и России. Лондон после открытия Суэцкого канала, уже обладавший коротким морским путем к своим колониальным владениям в Индии, рассчитывал, удержав Турцию от развала, помешать России укрепиться в Черноморских проливах. Кроме того, Англия готовилась к подчинению Афганистана, и возможное столкновение с русскими в Турции, где бы англичан поддержала Австро-Венгрия, представлялось в Вестминстере более безопасным, чем выяснение отношений с Россией в Средней Азии, что называется, с глазу на глаз. При таком раскладе судьба восставших славян мало интересовала европейские правительства. Происходящее на Балканах избиение десятков тысяч людей признавалось внутренним делом Турции, а попытки России вмешаться представлялись агрессией. Такая позиция лишь убедила турок в их безнаказанности. Чудовищная резня на юге Европы продолжалась. Славянский вопрос, тема освобождения православных народов из-под власти турок на Балканах, становится крупнейшим событием в России того времени. Вероятно, впервые в русской истории общественное мнение стало оказывать столь заметное влияние на политику властей. Однако Толстой поначалу скептически отнесся ко всему этому военно-патриотическому ажиотажу. В начале сентября, за несколько дней до того, как в России стало известно об обстоятельствах гибели в Сербии Николая Раевского, Толстой уезжает в свое самарское имение, чтобы, по его словам, отдохнуть от всей этой сербской бессмыслицы. Писатель находился в подавленном состоянии. Работа над романом встала, но уже в начале ноября все вдруг резко меняется. Вот заглянем в письмо другу графа Толстого, Николаю Николаевичу Страхову, от 12 ноября. Вот что он пишет. «Был я на днях в Москве, только за тем, чтобы узнать новости о войне. Все это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей прошедшего, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление». Указала направление. С момента возвращения Толстого из столицы все поменялось. Начиная с декабря, работа над финалом Анны Карениной, остановившаяся еще ранней весной, закипела с новой силой. Причина – поездка в Москву. Только в столице Толстой мог ознакомиться со всеми обстоятельствами смерти Николая Раевского, равно как и с деталями его миссии вообще. Осенью 1876 года они широко освещались в русской печати. Добровольческое движение становится одной из центральных тем последней, 8-й части романа Толстого. Как известно, последняя, 8-я часть романа была написана уже в 1877 году, когда началась русско-турецкая война. Толстой вполне мог бы отправить Вронского в действующую армию, тем более, что, по его собственному признанию, происходящее на Балканах волнует его теперь настолько, что он сам в какой-то момент засобирался на фронт. Тем не менее, его герой отправляется именно в Сербию, война в которой к этому моменту закончилась, и закончилась поражением. Рискнем предположить, что история Николая Раевского – персонифицированный образ, такой образ трагической участи русских добровольцев, о которой Толстой узнал во время ноябрьского визита в Первопрестольную. И именно эта история стала определяющей. С этого момента судьба графа Вронского была решена. В отличие от вымышленного толстовского персонажа, сербская линия в судьбе Николая Раевского началась задолго до военной кампании 1876 года. Еще в 22 года Раевский, тогда студент-математик Московского университета, знакомится с Иваном Аксаковым. Дружба с идеологом русского славянофильского движения в какой-то момент одним из самых влиятельных людей империи определит и его судьбу, и его участь. Он вступил в Московский славянский комитет. На начальном этапе эта организация, несмотря на то, что была общественная, она пользовалась и поддержкой со стороны государства. Как финансовой поддержкой, так и лояльным отношением многих высших государственных мужей.
поскольку она должна была своего рода выполнять некоторые функции, которые открыто российский МИД не мог осуществлять на тех же самых Балканах среди тех же славян. В это время Белград предпринимает первую попытку сколотить так называемый Балканский союз. Здесь готовится скоординированное восстание народов, остающихся под властью Турции. Аксаков связан с организаторами восстания, и Раевский отправляется в балканские страны как разведчик. Сначала он отправляется в Бухарест, затем в Константинополь и, наконец, в Сербию. В Сербии он консультировал сербское правительство относительно военного дела. Оттуда он осуществлял вылазки в Боснию. С разведывательной миссией смотрел, как расположены дороги, в каком они состоянии на данный момент времени находятся. Раевский сделал вывод о том, что сербам нужна в этом деле помощь, и он обратился и в российский МИД, к Петру Николаевичу Стремоухову, и к военному министру Милютину с рядом проектов об отправке российских офицеров на Балканы, в первую очередь в Сербию, для того, чтобы обучать их военному делу и готовить предстоящие боевые операции. В Государственном архиве Белграда сохранились 4 письма Раевского сербскому военному министру. В них он излагает свой детальный план реформирования сербской кавалерии и составляет целый список путей сообщения, которые следует срочно привести в порядок для оперативной переброски сербских войск в Боснию в случае надобности. Это письмо, находящееся в моих руках, одно из нескольких оригинальных писем, направленных Николаем Раевским военному министру. Здесь вы можете видеть его подлинный почерк. Таким образом, у вас есть уникальная возможность увидеть, как писал граф Вронский. С этой стороны находится подлинная подпись его прототипа, датированная маем 1868 года. Эти заметки остались незавершенными, так как его поездка была кратковременной, около 2 месяцев. И по ее завершению он передал все записи, куда требовалось, нашему военному министру. А так как в 1868 году военного министра сменили, все эти документы остались, как мы говорим, ад-акта, без движения. Все это осталось неисполненным. Пройдет 9 лет, и Раевский своей смертью докажет собственную правоту. В конце июня 1876 года Сербия и Черногория, вопреки предупреждениям и увещеваниям русских властей, объявляют таки войну Османской империи. 2 крошечных вассальных княжества, у которых нет регулярной серьезной армии, ополченцы, у которых все их ружья заряжаются с дула, у которой практически нет артиллерии, она только-только начинает появляться, и мощная армия Турции. Это самоубийство. Это не просто там, как писали газеты, битва Давида с Голиафом. Это просто абсолютное самоубийство во всех отношениях. А лидеры славянских комитетов, во всяком случае в Москве, в частности, Аксаков Иван Сергеевич, они решили, что вот они лучше понимают, как надо действовать. И инспирируя вот эту помощь как бы военную, посылая Черняева, они одновременно состояли в переписке с сербскими политическими деятелями. Аксаков писал прямо: вы начинайте, а мы уж тут, в России, так развернемся, что непременно война начнется уже русско-турецкая. Незадолго до этого из Москвы в Белград тайно, по поддельным документам и вопреки прямому запрету властей,
отправляется старый знакомый нашего героя генерал Михаил Черняев. Его имя, покрытое славой в ходе недавней войны в Туркестане, в это время было широко известно далеко за пределами Российской империи. Ташкентский лев, Ермак XIX века – так в восхищении называли Черняева в России. Однако уже в тот момент эта слава была несколько двусмысленной. Он, конечно, был храбрец. Прославился он в первую очередь тем, что в 1864 году взял Ташкент. Против него было раз в 10-20 больше войск. И он, в общем, конечно, проявил себя как, понимаете, вот такой, я бы сказал, очень дерзкий храбрец. Смерти, видимо, он не боялся. Но что им двигало? Мотивы. А двигало им, как вам сказать, страсть к славе, к престижу. Эта эскапада, отъезд в Сербию и принятие сербского подданства, что само по себе нонсенс, потому что Сербия была вассальным княжеством. Вассальным, у нее не было ни своих представительств, ни консульств. Она не имела права раздавать, тем более, какие-то паспорта. То есть в России считали, что он нарушил присягу. Государь был, в общем, настроен очень и очень негативно в отношении Черняева. 7 апреля 1876 года, нарушив слово, данное царю, русский генерал Михаил Григорьевич Черняев с группой отставных офицеров скрытно выехал из Москвы, тайно оформив себе заграничный паспорт, а 2 дня спустя пересек границу России в Унгенах, на день обогнав приказ о своем аресте. 12 мая он уже вступил в сербское подданство и был принят на государственную службу с чином генерала. Положение генерала Черняева по его прибытию сюда и при сербском дворе, и в общественном мнении было таким, что на него смотрели как на спасителя, как на героя. Здесь про него знали мало. Общество, весьма слабо информированное, было убеждено, что его направил русский император. Неважно, что русский император прямо запретил Черняеву ехать, и что он обещал императору этого не делать. Сербское общество считало, что именно появление Черняева здесь, среди сербов, говорит о том, что император втайне защищает и поддерживает сербов. И в этой обстановке Черняев получил столь важный пост главнокомандующего. Известие о назначении прославленного и опального генерала главнокомандующим сербской армией стало сигналом к наплыву русских добровольцев в Сербию. За неполные 4 месяца войны на помощь к славянам отправилось от 4 до 6 тысяч человек. Точные цифры до сих пор неизвестны. Неизвестно также и количество потерь. Предположительно, домой вернулось чуть больше половины. Старались собирать отставных офицеров, по большей части унтер-офицеров, солдат. Но туда, конечно, попадали разные люди, попадали совершенно случайные. Об этом Толстой в утрированной, на мой взгляд, несколько форме, как раз в этой сцене, которую он показал на вокзале, с Вронским, отъезжающим в Сербию. Там сидели очень такие сомнительные персонажи, которых вел Вронский за свой счет. Такие случаи тоже были. Об этом много писали в газетах. Когда прибыла основная часть русских добровольцев, они застали катастрофическую обстановку на фронте. Было уже очень тяжело что-либо исправить, так как от наступательного положения дело перешло к обороне. Все превращалось в хаос. Поскольку план боевых действий, составленный перед объявлением войны, так никогда и не вступил в силу, никто по нему и не действовал. И ответственность Черняева за это весьма велика. С Николаем Раевским генерал Черняев знакомится в 1866 году, сразу по возвращении своему из Туркестана. Раевский тогда явно находился под впечатлением от встречи с прославленным и, как ему тогда казалось, незаслуженно обиженным генералом. Сегодня можно лишь догадываться о том, что произошло между ними за 10 лет, прошедших с момента их знакомства до встречи на сербском фронте, оказавшейся для обоих отнюдь не радостной. Здесь, я думаю, он увидел в лице Раевского некую угрозу и конкуренцию, может быть, потому что фигура была тоже
именитая, достаточно популярная. За Раевским шли люди. Поэтому, мне кажется, такое отношение со стороны Черняева к Раевскому в Сербии мы наблюдали. Он был не рад его приезду, отнюдь не обрадовался. Он с ним так достаточно фамильярно обращался. Но, тем не менее, каждый русский офицер был на расхват. Хорошо известно, что сербской армии больше всего недоставало офицерских кадров. В тот день основные бои шли прежде всего на левом берегу Южной Моравы. Пополудни 9 августа, то есть уже в день приезда, Раевскому было поручено командование смешанным отрядом из 2 батальонов пехоты, 1 эскадрона конницы и артиллерийской батареи. Он перешел в наступление и добился успеха. Это было первое большое сражение, в котором отличился полковник Раевский. Взяв эту высоту, он отрапортовал своему командующему, на что в ответ получил Таковский крест. Но никакой реальной поддержки и помощи не было. Креста было недостаточно, нужны были люди для того, чтобы эту высоту удержать. Раевскому пришлось высоту оставить. Через некоторое время со своим отрядом он вновь штурмом взял ее и вновь рапортовал Черняеву о необходимости присылки военной помощи к месту сражений. Вновь не было никакого ответа, высота была оставлена. И тогда состоялась вот эта роковая, на мой взгляд, беседа в штабе Черняева. Поздним вечером 10 августа между полковником Раевским и генералом Черняевым произошла неприятная история. А именно, полковник Раевский считал, что эти позиции не удастся удержать. Покинул их и приехал в штаб. Генерал Черняев вспылил. Зачем он приехал? И почему отвел с позиций войска? Дело дошло до личных оскорблений. Генерал Черняев даже сказал полковнику Раевскому, что он недостоин своих славных предков. Прежде всего его деда, генерала Николая Николаевича Раевского, прославленного героя войны с Наполеоном 1812 года. Раевский на это ответил лишь, что это неправда, надел кепи и вернулся на свои позиции. Очевидно, что несправедливые слова, брошенные Черняевым в гневе, были не столько оскорблением, сколько провокацией. Генерал, близко знавший Раевского 10 лет, не мог не знать, с какой щепетильностью тот относится к вопросу воинской чести своего рода. Раевский собирался было немедленно покинуть армию и вернуться в Россию, но, вероятно, после публично брошенного ему оскорбления уже не мог. Это было бы представлено как бегство. Однако и оставаться дальше было невыносимо. Штабными интригами Раевского оттеснили от реального командования, оставив его офицером при штабе человека, все более склонного срывать раздражение от собственной беспомощности что-либо изменить на своих подчиненных. Bilo je nesporazuma za vreme ratnih operacija u samom štabu kod Černjajeva. Были разногласия в ходе боевых действий и в самом штабе Черняева, как с сербским офицерским корпусом, так и с русскими добровольцами. Конечно, нужно признать, что тяжелые моменты на фронте влекут за собой и ссоры, и проблемы. Но эти проблемы касались не вопросов того, как надо сражаться и обороняться. Они имели совсем другой характер. Как распределить командование, кому доверить ключевые участки, на которых были неизбежны тяжелые потери. Турция – это империя. Против империи нельзя воевать тяп-ляп. Турция была огромной страной. У нее была хорошо организованная огромная армия. У другой стороны ничего этого не было. В этой народной армии, куда влились русские добровольцы, вообще не было понятно, кто и чем командовал.
Отсюда возникали конфликты между русскими и сербами и между самими русскими. Все кончилось разгромом. В начале октября турки окончательно прорвали фронт и в сражении под Джунисом разгромили остатки сербского войска. Армия в панике отступала на Белград, и, прикрывая это бегство, русские добровольцы понесли самые тяжелые за все время войны потери. Дорога туркам на Белград была открыта. Тогда Черняев обращается лично к Александру II, с которым, в принципе, у него отношения испорчены навсегда. Телеграмма «Спасите сербов». И Россия, в общем, совершает, с моей точки зрения, жест не просто благородный, а жертвенный, потому что мы объявляем ультиматум Турции, что если не будут отведены войска, статус-кво антебеллюм, Россия отзывает своего посла из Турции. Отзыв посла в то время это означало начало войны. Черняев оставил войска и, оказавшись в сербской столице, не сумел организовать даже прием возвращавшихся с фронта русских добровольцев. На этом сербско-турецкая война была закончена. А до начала русско-турецкой оставалось еще полгода. Но этого Раевский уже не увидит. 20 августа пришлось на пятницу, когда турки обычно не начинали наступлений. У них это обычно день отдыха, выходной. И все было неожиданно, потому что накануне, 19 августа, они не предпринимали никаких атак ни на том, ни на другом берегу Моравы. Около 8 утра 20 августа они открыли страшный огонь из всех артиллерийских орудий, чтобы добиться превосходства. В известной степени им удалось привести к молчанию сербскую артиллерию и обеспечить пехоте прорыв. По их плану, корпус Али Саид Паши должен был своим левым крылом ударить по сербскому правому флангу и выйти в тыл главных сербских сил, сбрасывая их в Мораву, уничтожив или окружив их. Затем они должны были продолжить прорыв вдоль Моравы во внутренние районы Сербии, на Крушевац и далее к Белграду. Ситуация сложная. Турки наступают, и тогда уже, когда была уже опасность прорыва русских позиций, Черняев попросил Раевского: Николай Николаевич, будьте любезны восстановить положение. Полковник Раевский с огромным воодушевлением принял это поручение, вскочил на коня и, уезжая, воскликнул, что пришло, наконец, время увидеть, является ли он достойным славного имени Раевских. И на ходу, раскланиваясь с генералом Черняевым, сказал: «Прощайте, господин генерал». Это были его последние слова. Он прибыл в Горный Адровац, успел там поддержать наступление сербских войск, даже препятствовал отступлению сербской артиллерии. И после этого момента, составляя донесение Черняеву о происходящих в этом месте событиях, он не успел дописать донесение, как его висок пронзила пуля. Это был конец Николая Николаевича. Горний Адровац – место, где 1,5 века назад приняла свой бой вторая в русской военной истории батарея Раевского, известна всей Сербии. Небольшое, затерянное в холмах село, удаленное от дорог. Отсюда, из окрестностей этого села, пошла легенда, которую сербы, зачастую путающие полковника Раевского с графом Вронским, свято хранят до сих пор. Говорят, что русский понимал, что живым отсюда вернуться ему не удастся. Поэтому он якобы завещал, уходя в свой последний бой, чтобы сердце его похоронили здесь, в Сербии, за которую он положил свою душу, а тело вернули в Россию. Многие люди, которые приходят сюда, верят, что его сердце находится здесь, либо под этим крестом, либо под храмом, который возведен в его честь.
Церковь Святой Троицы, освященная в 1903 году на годовщину гибели Николая Раевского, была построена на средства его матери по проекту русского архитектора Николая Бруни. Эскизы фресок для храма сделал художник Виктор Васнецов. Затем их уже на месте воспроизвели сербские живописцы. На одной из стен, прямо над входом, большой портрет Николая Раевского. Под сводом купола надпись на церковнославянском, евангельские слова Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свои за други своя». Совсем недавно легенда о сердце Вронского, завещанном Сербии, нашла свое подтверждение. В 15 километрах от этого места, в старинном монастыре Святой Роман, куда отсюда, с поля боя, перевезли тело убитого русского добровольца. До сих пор над этой временной могилой лежит каменная плита с выбитым на ней крестом, окруженная цветами. По сей день за местом первого упокоения русского добровольца, как за святыней, ухаживают монахи. Сердце Вронского здесь. Спустя 10 дней после гибели, по просьбе матери Раевского, приехавшей в Сербию, чтобы забрать сына домой, его тело было эксгумировано, забальзамировано и со всеми почестями под барабанный бой и ружейные залпы отправлено в Белград. Оттуда последний путь полковника Раевского лежал в родовое село Разумовка, в 40 километрах от нынешнего Кировограда, где он навеки упокоился рядом со своим дедом, героем Бородинской битвы. А сердце, среди прочего изъятое при бальзамировании, вернули обратно сюда, в сербскую землю, где оно и осталось навеки.